Прошел год после похищения члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Расследование оккупационных силовиков не дало результатов. Ночью 24 мая 2016-го бесследно исчез член Бахчисарайского регионального меджлиса. Его похищение зафиксировала камера, неподалеку установленная на здании магазина. Как прошел год без Эрвина? Далее в сюжете. 24 мая 2016-го. На этих кадрах сотрудники российского ДПС. Эрвин Ибрагимов, которого они задержали, пытался убежать. Однако его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Через 3 дня после похищения бахчисарайцы собрались у здания местной полиции. Требовали активизировать поиски. В какое-то определенное время мы должны собираться. Вы сказали, если вы захотите найти, вы весь Крым перевернете вверх дном. Это мы видели, когда стрелка Симферопольского искали. Весь Крым его так перевернул. Почему сейчас мы не видим действий? Вы показали это. Расследование похищения Ибрагимова спустя год безрезультатно. В июле 2016-го Наталья Поклонская, тогда еще оккупационный прокурор Крыма, опровергла причастность российского ДПС к похищению крымско-татарского активиста. Это не соответствует действительности, поскольку данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым. И вообще вот постовой группы сотрудников ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. Семья Ибрагимова обратилась к похитителям, заявив о готовности заплатить выкуп. Друзья и родственники развесили по всему Крыму объявления об исчезновении, искали свидетелей. Загнать в тупик. То есть загнали меня в туннель, и идешь, и никакого просвета нету. Вот и все. То, что вот надежда обнадеживали меня, вот действительно, человек не зря же говорит, надежда живет. Идет, какой-то луч хочет увидеть, а этого луча не видно. И все глубже, 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 и все темнее, темнее, темнее. Кроме родителей, кроме одноклассников, друзей, родственников, никто Эрвина не ищет. Нам кажется, что его фигура была выбрана с целью вот показать, что мы уже рядом. С каждым из вас может что-то подобное произойти и так далее. То есть посеять страх уже даже среди тех, кто не боится. Эрвин Ибрагимов принимал активное участие в работе национального движения. Избирался депутатом Бахчисарайского горсовета. Стал одним из 6 делегатов от Украины и Крыма, которые вошли в руководящий орган Всемирного конгресса крымских татар. Ибрагимов является членом Бахчисарайского регионального меджлиса. Как и многие сторонники меджлиса, был на митинге 26 февраля 2014-го. На этих кадрах Эрвин Ибрагимов отстаивает территориальную целостность Украины. В эти минуты в доме Эрвина Ибрагимова в оккупированном Крыму в Бахчисарае крымские татары собрались на дуа, молебен. А через час в Киеве под российским посольством активисты проведут акцию, покажут фильм «Год без Эрвина». Подробнее об этом смотрите в следующих выпусках «Заман».